До начала выборов остался ровно месяц. В региональных избирательных комиссиях стартовала пара жеребьевок. ЦИК уже утвердил порядок партий в бюллетенях. В свою очередь избиркомкоме определил, кто за кем идет по списку и по одномандатному округу. Сейчас в республике проходит распределение между партиями и кандидатами эфирного времени и печатной площади для агитаций. Завершиться оно должно 19 августа. Когда начнется предвыборная агитация, расскажет Наталья Юрина. Для представителей 14 партий долгожданный момент. С помощью фортуны выбирают место в списке избирательного бюллетеня. Сначала по приглянувшемуся конверту с номерами определяют очередность подходов к столу. Затем начинается жеребьевка. Первым подходит представитель КПРФ и вытягивает первый номер. Следом партия зеленых. Второй. Это что такое? Второй. Пожалуйста, уже видите вы на стене. Второй номер. Так, наверное, надо как-то их перекрутить. Владимир Вольфович сказал, что надо покрутить. Согласно результатам жеребьевки, первая тройка КПРФ, партия зеленых и ЛДПР. Четвертое место досталось партии «Новые люди». Пятое – «Единой России». Шестой номер в бюллетене займет «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Седьмой – «Яблоко». Дальше по порядку идут партия «Роста», Российская партия свободы и справедливости, коммунисты России. Номера с 10 по 14 в бюллетене достались Гражданской платформе, Зеленой альтернативе, Родине и партии пенсионеров. Во втором избирательном бюллетене список одномандатников. 7 имен расположат в алфавитном порядке. Помимо выборов депутатов Госдумы, в ряде районов Коми пройдет голосование местного значения. Во всех муниципальных районах у нас будут проводиться выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, городских и сельских поселений. Это затрагивает все муниципальные районы территории Республики Коми. Кроме того, на территории Усть-Коломского района и Каркаревского района избиратели получат возможность отдельных сельских поселений избрать глав муниципальных образований, то есть прямые выборы глав. Ну и кроме того, дополнительные выборы у нас пройдут в городских округах. То есть достаточно много избирательных кампаний одновременно будут реализовываться 17, 18, 19 сентября. Предвыборная агитация в СМИ начнется 21 августа в избиркоме. Коми прошли жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на местных телеканалах и радио, а также печатных площадей в газетах. На телеканале «Юрган» будут транслироваться ролики от кандидатов в депутаты в Государственную Думу и партий, и дебаты между ними. Предстоящие выборы пройдут на протяжении 3 дней с 17 по 19 сентября. В дни голосования избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. Для тех, кто хочет отдать свой голос по месту нахождения, организован прием заявлений. Документы можно подать через офисы МФЦ, в территориальной избирательной комиссии или на портале Госуслуг. Наталья Юрина, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган».